Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на сайте клевая-рыбалка.рф. На сайте сейчас представлены несколько производителей. Также на сайте вы можете посмотреть раздел «Туризм», в котором собраны наши туристические компании Якутии и Дальнего Востока. Итак, дорогие друзья, вот с Василием, хозяином автосервиса, сейчас мы поехали собираться, покупать масло, смотреть запчасти, которые нам нужны, купить запасные винты. Василий впервые едет, да? Да, впервые. Вот, большое есть желание у него поехать. Спасибо, что Василию, что согласился поехать в это рискованное путешествие. Да нет, на самом деле не очень рискованное, нормальное путешествие. И предоставил свой транспорт для съемок этого фильма. Поэтому, друзья, благодарим все Василия. Кто в городе, можете обращаться смело в его сервис. Основной конек, оказывается, рихтовка, покраска. Адрес Газомагистральная, 23, в городе Якутске. Так, ну вот, сейчас загружаем лодку. У Василия вот такая лодка. Василий, что это за лодка? Люксилинер 420. 420. Вот. Посмотрите, у него сделано вот такое рулевое управление, что облегчит, как говорится, нам управление. А по базе что можешь сказать по своей? Ну, тут занимаемся только покраской и ремонтом ходовых двигателей для марок. Много у вас этих, да? Ну, клиентов-то? Ну, нормально, хватает. А график работы какой? В какое время обращаться лучше? Ну, с 10 до 12 ночи работает только покраска. Делаем большие машины. Тоже. Даже, да? Да, классно. Скания стоит. Цены ценовой? Ну, нормальные цены. Клиенты идут. Хорошо. Раньше на такие расстояния еще не ездили, да, ни разу? Нет, ни разу я не ездил. Новичок. А сами рыбак-любитель, да? Да, рыбак-любитель. Отлично. Так, ну все, друзья, сейчас мы собрались, закупили канистры, взяли 3 канистры по 50, да, и один рабочий бак по 25. То есть 175 литров бензина у нас с собой. Выезжаем утром завтра и все, дальше снимать дорогу. Ну что, приехал в автосервис. Сейчас еще утро, пока 7 часов утра. Чолбон с нами едет. Василий пошел в свой офис. Сейчас, друзья, мы заедем на заправку, потом едем в поселок Кюбятцы. Отсюда около 150 километров. Тем самым мы немножко экономим. Итак, дорогие друзья, 7:30 мы выезжаем за город Якутск с Василием. Вот такая у него рабочая лошадка, танк Land Cruiser 80. Там у нас телега сзади с лодкой. Вот, смотрите, вон телега, лодка. Вот это вот местность, подъезжаем к местности Юскатын, где проходил ИСЭХ. ИСЭХ — это национальный якутский праздник, об этом я делал сюжет, вы это можете посмотреть на канале. В общем, отсюда до ближайшего улуса, Намского улуса, километров, наверное, 80 до села Намцы, райцентр, и оттуда еще километров 70 до Кюбятцев было. Я вот так вот точно не могу сказать, поэтому будем ехать, смотреть и все, засекать по времени. Все это будем записывать, чтобы людям было как пособие, кому, ну, чтобы кто захочет поехать в Кюбятцы. Вот. И еще будем где-то заправляться, наверное. Уже, наверное, где-то возле Намцев будем заправляться. Намцев, да. И посмотрим цену на бензин в России, в Якутии, так скажем. Потому что у нас есть подписчики не только из России. Вот. Сравним цены. Так, подъехали на АЗС.
Так, оплатил бензин. Получилось 8550 за 150 литров. 8550 за 150 литров. Литр получилось, литр бензина 57 рублей. Сейчас будем заливать, потом будем салофановые мешочки и сразу закрывать будем. Итак, дорогие друзья, мы приехали в село Тюбятцы. Это, как в действительности оказалось, 150 километров от города Якутска расстояние. То есть у них получается здесь, что вот это их протока. Вот за этим поворотом находится деревня. И протока пересыхает, оказывается, друзья. Вот. И поэтому нам пришлось с поселка приехать сюда. Вот здесь стоит чей-то автомобиль уже с телегой. Кто-то спускал лодку тоже. Отъезжал. Мы сейчас повесили мотор. Вот такой мотор у Василия. Yamaha 30. Сейчас такие моторы уже не выпускаются. И это трехцилиндровый мотор. То есть получается по мощности он как сороковка. Да и по экономичности он на 10% экономнее. Вот почему такие моторы перестали выпускать, я тоже понять не могу. Мотор вроде сам по себе неплохой. Сейчас будем подцеплять все, дистанционку, рулевое. Будем заправлять, то есть разбавлять масло в баках. Масло разбавляется литр на 50 литров. У нас 3 литра по 50. И рабочий бак 25-24 литра там, по-моему. Вот. Итого у нас 175 литров. Думаю, нам этого должно хватить. Вот. Ну, то есть до поселка Сангаров, до которого нам нужно доехать, вот с этим объемом поедем, а там уже посчитаем, сколько нужно дозаправить. Так, сейчас вот повесили мотор, отцентровали, как будто бы вот его по центру, все. И сейчас будем стягивать уже. Но это я уже не буду показывать. Продолжим. Вот сейчас едет автомобиль, узнаем у них, остановим. Можно здесь выехать или нет еще, может мы неправильно стали. Итак, друзья, время ровно час. Столько времени нам понадобилось. Вообще-то мы приехали чуть пораньше, я время забыл сказать. Но вот, как вы видите, установили лодку. Я выехал из протоки кое-как. Здесь оказалось, что пересыхает. Сейчас я уже ее почти всю уложил. Мы собрали. Вот. Василий тут преподносит дар матушке реке Лена. И ее представитель тут это, как его засланец съел это. Вот. Так, а я сейчас тоже буду угощать реку самым своим тоже таким хорошим угощением. Вот такой вот бурпах номер 1 в Якутии. И буду просто вот наливать сюда вот. И положу оладушки здесь. Ну, мы решили пообедать, время обеденное, и потом уже двинемся в путь. Все, пожелайте нам удачи. Дальше будут съемки уже с дороги. Вот. Так. Вот такая у нас, вот такой сегодня у нас обед. Вот, мясо, тефтели же, ребятина, бырпах, река. И мы, да. И мы сидим, да, обедаем. Сейчас вот пообедаем и двинем. Так, иду в заправочной, заправился, залил 50 литров по 57-70. То есть 92-й получается
подорожал на 70 копеек. Так, ну, инструкция. Если вы едете из Якутска в Жиганск и вы никого в ангаре не знаете, то приготовьтесь тащить с заправки до берега где-то, наверное, ну не очень далеко, метров 300, бак, ну или баки, там канистры, что у вас. Я в данный момент вот полтишок тащу. Василий остался лодку охранять. Вот. Собаку мою, лодку мою охранять. А я, значит, пошел сам. Ну, что там, 50 литров, немного. Вот. Итак, дорогие друзья, мы находимся на берегу села Сангар. Это, так сказать, промежуточный пункт между Якутском и Жиганском. Почти полпути. Ну, километров на 100, наверное, отсюда дальше. Жиганск. Вот. Мы выехали, получается, в 1:30 из Тюбятцев. Из Тюбя. И доехали до Сангар где-то в 6. 4:30 будем так считать. До сюда ехали. Я посмотрел по спидометру, получилось 140 километров. И мы сожгли около 40 литров бензина на 140 километров. Ну, нормально. Вот. Сейчас посмотрим, сколько до Якутска сожгем. До Жиганска. Ну и до Жиганска сожгем с горючки. Бар. Так, Ты еще иди. сейчас посмотрим кружку Дмитрича. Отъехали. Это бас путуата. Это те новая технология, по новой технологии. Вот Дмитрич котлеты угостил. Покажи кружку-то. У Дмитрича есть крутая кружка. Вообще крутая. О, вот такая вот. Это на самом деле старая его кружка. Ну вот он ее так приукрасил. А мы сейчас будем кушать. Что кушать? Какие-то, ага, о, пирожки, стряпня. И эти котлетки Дмитрича. Горил Яныч сок наливает всем. Молоко. Еще и молоко то есть, ага. Здесь чалбон. Тоже хочешь кушать, да? Да иди, я тебе чуть попозже оставлю. Иди. Так, сейчас дождевики взяли, потому что дождь идет, как видите, вот капает помаленьку, прокапывает. Комарики появились маленько тоже. Да. Ох, выебать-то. Годя. Кра, буга, годя. Устать. Куда? Годя. Карды? Бери, тюрей, пататута. Ирьешь себя. На, пусто. Бас! Бас! Вытра тугун, слава Аллах! Слава Аллах! Друзья, вот посмотрите первый ленок, которого мы взяли сегодня.
С первого Василием. заброса. С первого заброса. Вот, давайте поздравим Василия с первым вытащенным им линком. Поздравляем тебя, Василий. Спасибо. Держать будешь? Или просто посмотришь? Смотрю. Так, сейчас, минутку. Вот так вот у нас отработала вот такая вот блесенка. Первая рыба есть, друзья, рыба есть. Вот, ленок. Первый заброс. Первый заброс. Заброс сразу ленок, ага. Ага. Так, она херяжит. Окей, пугай. Я буду пакет тахана. Никто. Ну вот, друзья, мы сейчас сразу находимся вот на реке. То есть я вчера, вот сейчас я вам расскажу вкратце, как мы ехали, через что мы прошли. Вот. Вчера последний репортаж у меня был из села Сангар. Это на полпути. От Сангар было еще 400 километров, которые мы преодолели. Получается, из Сангар выехали часов в 7. Где-то в 2 часа мы доехали до пристани села Бестях. Переночевали там. А это около 200 километров. Переночевали мы, ночевали, спали там до... Скольки мы там поспали? До 7 утра, по-моему. До 6 утра. В 7 мы выехали из села Бестях. Так, потом, что мы? В Жиганск мы приехали. Во сколько мы приехали в Жиганск, не помнишь? Нет. Ну, мне там есть записано. Где-то днем, где-то в час в обед мы приехали в Жиганск. Вот. Нас Яныч встретил, собрались, вон щука стоит. Щучка вот небольшая в траве, видишь? Ага. Кидай, тоже заберем. Сейчас, подожди, Давай, я сварим. не могу. Вот, кстати. Потом собрались с ребятами и выехали сюда, потому что переживали, что упадет сильный ветер, поднимется волна. Ну, волна такая небольшая была. Но мы переехали на эту сторону и ночью... Во сколько мы сюда добрались-то? Не помнишь? Вечером. Ага. Ну сколько? 11 часов вечера, по-моему, мы сюда добрались. Итого, друзья, наш путь до места рыбалки занял... сколько он по времени занял, получается? Позавчера мы были в Якутске. Так, утром выехали. Вчера в 7 утра было сутки. 1,5 суток, грубо. 1,5 суток занял. Вот. Это с учетом того, что мы очень много где останавливались и так далее. Вот. Сейчас зато мы находимся уже. То есть позавчера мы были в Якутске, городе Якутске. Вчера мы были уже на этой реке. Просто не было сил дальше рыбачить. И поэтому мы легли спать. Сейчас Василий он в рот в щуки вот закинет вон туда. Прямо ей в пасть, так сказать. Так, стоит большой щучонок, щуренок. Ой. Начинается. Не, это было... Я же говорю, вот она стоит. Чуть-чуть надо было подкинуть. Ну, мы поймали неплохой такой куст. Тоже, в принципе, тоже пойдет. Первого заброса на реке Сабалах-Маям простительно, ничего, пойдет. Так, сейчас будем отцеплять от куста. Хануари. Барда спиннинг хап. Bir talaga bit. Во, бойдерди. Спиннинг хаба. Ой, спиннинг көтәргем. Иди тугыз сөйрән кебеш. Тугыз? О, дугытта.
Вообще, Василий, мы в тебя все верим. Друзья, вот подъехали оставить канистры. И вот Василий сейчас только что на наших глазах, так скажем, кого-то, собственно, тащит. А, щука, хорошая щука. Спина появилась. Щука, да? Так, че, пусть поиграет, пусть побегает. Ее держи, главное. Во. Хорошая, пусть повымотается. Она быстро выдыхает. Щука быстро выдыхает. Что делал бы те? Да. Такая нормальная щука. Вот она. Так, друзья, вот посмотрите, первый улов Василия. Вот. Вот такая щучка небольшая. Тут сколько грамм? Наверное, ну, килошка, наверное, есть. Есть килошка, нет? Василий? Есть, разделяться. Вот такая вот рыбалочка у нас, друзья, начинается. Рыбалка, как говорится, только начинается, да? Сегодня я буду рыбачить, как и всегда, вот этими двумя удилищами. Одна получается ультралайт у меня, и вторая вот стандартная 10-30 грамм тест. Удилище вот такое. Нанокор. Это было, как сказать, эксклюзивный, лимитированная версия, limited, польская фирма Dragon. Хоть сейчас с Польшей у нас отношения как бы не очень, но как вы видите, вот эта ихняя палочка уже много лет у меня находится в пользовании. Очень хорошая палочка, в принципе. Вот. Фирма неплохая, рекомендую. Если кто увидит где в магазинах, можете себе не отказать в покупке, потому что, ну, сами видите, да, проверено временем. Спокойно. Ага, nerede? To'xtab batan kurduk. Есть. Есть. Есть клинок. Вот такие вот клинки, друзья, посмотрите, у нас клевают. Вот. Ой. Хороший клинок. О, посмотри, Василий. Нормальный. Нормальный. Такой средний клиночек. А вот и мы обрыбились. Так, у меня сработала, получается, такая блесна. Вот. Небольшая блесенка. О. Василию щука попалась. Щука. Так, приехали только, получается. Вот, начинаем рыбалочку, и тут же уже всякие щуки и так далее клюет. Ну, тащи сюда, раз щука попалась. Будем посмотреть на щуку. Конкретно. Ну, щука-то конкретная, вот это не приманка, не конкретная. Не конкретная взяла. Так, стой. С хвоста ему надо засаживать. Со стороны хвоста буду брать.
Барда. Чуть-чуть. Беха. А, видишь, зацепилось все. Крючок цепляется, вот что плохо. Посадчик самодельный, поэтому ему простительно. Большая, да? Чепашкандар. Нормально. Маны келгенен тұтаған оны кана. Балығы. Дүйгенім де. Өйтерін өте. Баста. Щука. Ол баспай алақ кеп. Кемері ставит. Дейтінде. Оты жетер деу алдыра. Аяғында сатар. Жоқ. Бостан сүйрекқа надо. Здорово! Кемері сей хатабыт. Ну да. Хорош. Тоха тарый, алдыра. Так, друзья, сейчас будем солить нашу пойманную рыбу. Прошло некоторое время, потому что, ну вот видите, она уже побелела. Вот. Такую рыбу вообще как бы долго нельзя, не рекомендуется держать. Вот. У нас сегодня такой улов с Василием на двоих. Две вот таких вот, два линка вот таких вот. И две щуки. Вот. Ну вот, сейчас мы засолим рыбу, что-то приготовим, ну и, собственно, поедем домой. Где-нибудь по дороге будем еще рыбачить, поэтому следите за сюжетами, ждите. Ну а на этом мы заканчиваем наш сюжет. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, всем спасибо, всем пока, ставьте лайки, делитесь с друзьями. До новых встреч!